Здравствуйте! Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». Хотя сегодня, возможно, мы узнаем не только кулинарные секреты, но и секреты телевизионные, потому что в гостях у нас принцесса утреннего эфира Лейсан Дусаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Поскольку в гости с пустыми руками не ходят, я хочу вам преподнести генератор хорошего настроения и творческого полета. Ой, какая молодец. Вот это да, такого у нас еще не было. Лейсан Дусаева, ведущая программы «Доброе утро» на телеканале «Татарстан. Новый век». Дата и место рождения – самая длинная ночь в году, 22 декабря, Казань. Образование – красный диплом театрального училища и факультет журналистики и социологии Казанского государственного университета. Больше всего любит горячие мамины пироги в морозный день, улыбку своего сына, песни под гитару и цветы не по праздникам, а просто так. Что мы сегодня будем готовить и, самое главное, пробовать? Поскольку наши предки были кочевыми племенами, то мы сегодня будем готовить традиционное блюдо, которое было им присуще. Кочевым племенам что было нужно? Я был тогда крайне юн, не помню просто. Что нужно было сделать? Нужно было из того, что есть под рукой, приготовить очень быстро и, самое главное, полезно, сытно и вкусно. Сегодня мы будем готовить сытный суп, шупа называется. А, шупа? Да. Замечательно. Замечательно. Чудо. Это чудо татарской кулинарии. Более того, мы сегодня с вами еще приготовим очень оригинальный салат. Шурпа – это густой суп, приготовленный на мясном бульоне, любимая пища татар. Питательность, вкусовые качества, аромат и цвет шурпы зависят от того, насколько умело она приготовлена и какие продукты и приправы использованы. Шурпа бывает мясная, рыбная, овощная, грибная. И давайте сейчас быстренько приступим к приготовлению шурпы. Для этого нам нужен бульон мясной. Заранее уже все отварила. Самый главный секрет – это нужно мясо брать не просто мякоть, а обязательно на косточки. Тогда бульон получится очень наваристым и вкусным. А, такая мозговая кость. Да. Так. Ну вот уже у нас пошел творческий такой полет. Да. Пожалуйста, нужно этот бульон разогреть. Вы будете у нас разделывать мясо. Берете мясо. Вот это? Это мужское дело, да. Кладете его на досочку и начинаете резать. Я люблю, чтобы было все очень красиво, поэтому нужно его нарезать кубиками. Мы все сделаем одинаковыми кубиками. Мне теперь еще потребуется морковка, картошка и лук. Чудесно. Тебя кто-нибудь в детстве учил татарской кулинарии? То есть бабушки, дедушки, мамы? Да, конечно, самые первые азы кулинарии я получила от мамы. Мама у меня потрясающе готовит. Я еще, честно вам скажу, не достигла того уровня, но я очень стараюсь. То есть тебе есть к чему стремиться, да? Угу. Что у нее получалось лучше всего? Что ты запомнила из детства? Я очень люблю бялиш. Это, пожалуй, самое любимое мое блюдо. Да. Причем у всех он получается по-разному. Я считаю, что самый вкусный у моей мамы. Очень люблю губадью, но именно сладкую, которая делается с кыртом, с изюмом. Это просто сказка. Да, а ты сама делаешь губадью? Я просто Пока хочу... только ассистирую, потому что действительно там есть свои тонкости, свои нюансы. Ну, так называемые секреты татарской кухни. Секреты, да. Но вот кырт, я считаю, что нужно делать все-таки самим. Да. Да, вот есть уже есть магазины, но мне очень нравится, когда мама сама это делает, у нас варит его на плите. Получается, он абсолютно не такой, как в продаже. Конечно, но татарская кухня подразумевает все-таки изготовление руками, да? То есть своими руками там... Вот в этом тоже есть секрет, что когда ты готовишь, я же не зря вам подарила сразу же генератор хорошего настроения. Когда ты готовишь, самое главное, чтобы было хорошее настроение. Конечно. И тогда и блюдо будет очень вкусным. Я правильно делаю? Посмотри. Мне нравится. А вообще какая мечта? Кем ты хотела стать? Получилось ли как бы у тебя стать тем, кем ты хотела? И да, и нет, потому что до 5 лет я мечтала быть балериной. Это вот прям самая заветная была мечта. И мне казалось, что мамины следки очень похожи на пуанты. И я даже их тайком у мамы уносила. В садике надевала эти так называемые пуанты и ходила по периметру ковра. И мне казалось, что я вот прям балерина в Большом театре.
Но в 5 лет, поскольку мама увидела, что я действительно этим грежу, мама мне сказала: я тебя готова отдать в хореографическое, но для этого нужно будет уехать из нашего города. Она меня хотела отправить в Ленинград, тогда еще был Ленинград. И я тебя буду забирать только на каникулах. И ты сказал все, что угодно, только не это. Я сказала, что я очень люблю свою семью, и я не хочу далеко уезжать. И поэтому я в одночасье решила стать актрисой. И все. И с этого момента тоже в семье никто серьезно к этому не относился. Все считали, что любая девочка хочет быть актрисой. Да, мальчик хочет быть космонавтом, девушка, девушка если не актрисой. получится, если ты не будешь актрисой, то тогда кем? Я сказала: ну тогда я буду журналистом. Вот Поскольку я родилась в семье юристов, у меня даже дедушка был юристом, папа, мама. И я говорю: ну, на худой конец, если уж ни то, ни другое, ни третье не получится, то я буду на худой конец, как родители юристов. Как хотите. Все знакомые смеялись и говорили: ждите худого конца. К счастью, наверное, худого конца не случилось. Так. И я стала и актрисой, и журналистом, и очень этому рада. Еще пока училась в школе, я поступила параллельно в театральное училище. Закончила, кстати, его с красным дипломом. Затем мне показалось, что чего-то не хватает. И я еще и поступила на журфак. А в это время я уже была актрисой в Камаловском театре. В Камаловском? В Камаловском. Кстати, тоже очень интересная история, как я после русского отделения попала в татарский театр. Вы не отвлекайтесь, вы режьте, а то у нас шурпа-то не получится. Да, извини, пожалуйста. Так. Когда я сдавала экзамены в театральном, у нас председателем экзаменационной комиссии был Прозат Накич Исанбет. И на тот момент Марсель Салимжанов дал ему наказ найти молодую героиню для татарского театра. Что-то в тот момент ему на татарском отделении никто не приглянулся, а у нас на курсе приглянулась ему я, поскольку по паспорту я татарка. Конечно. И вроде как у меня даже и внешность ярко выраженная, национальная. Мимо не пройдешь. Спасибо. Да. Вот тоже правильно делаете. Вы вдохновляете меня на то, чтобы я приготовила еще более вкусную шурпу. Конечно, я стараюсь. И Прозат Накиевич сказал: не хочешь ли попробовать в Камаловский театр? Я сказала, что действительно, если идти у нас работать в театре в Казани, то самый лучший. А самый лучший, я абсолютно искренне считаю, что это академический татарский театр. Поскольку все-таки досочку вы мне дали не очень большую, у меня здесь уже негде резать картошку, так что картошку опять будете резать вы. Конечно. Держите. Полностью согласен. А еще можно поменьше досочку для того, чтобы я уже начала резать зелень. Вот такая пойдет. Спасибо. Осторожно. Так, а я еще хотел спросить, картошечку как мелко резать? Вот такими же кубиками, если вот такими можно. же, да? Хорошо. Чуть-чуть зелень. Так чем же закончилась замечательная история с театром? И я пришла на прослушивание к Марселю Хакимовичу Салимжанову. Да. И прочитала все, что у меня было на дипломных работах. Честно говоря, у него был небольшой шок. И он сказал: а вы что-нибудь по-татарски делать умеете? И я поняла, что я не совсем готова к этому прослушиванию, что я к этому отнеслась достаточно легкомысленно. Так. Я абсолютно искренне в этот момент покраснела. И он сказал: Вот. сейчас либо пой, либо уходи. Браво! И я запела песню, которая тогда очень часто крутилась на центральном радио. «Мин бит кара карлыгач». Пела на тарабарщине, поскольку я слов-то тогда не понимала. Его это очень развеселило. Он сказал мне подождать за дверью. Они там пообщались с Прозатом Накиевичем Исанбетом. И в тот момент они уезжали на гастроли в Уфу на целый месяц. И сказали: вот если ты за месяц выучишь сейчас прозу, все как положено, стихотворение, басню, на татарском языке придешь, покажешься, и мне это понравится, то ты принята в труппу. Так вот просто. И целый месяц я каждый день встречалась в фойе театра с Прозатом Накиевичем Исанбетом, за что я ему очень благодарна. И первые азы татарского языка я получила от него. И после того, как целый месяц мы занимались татарским языком, я пришла показаться Марселю Хакимовичу, и он сказал, что у меня даже неплохое произношение.
И дал мне шанс. Взял меня на год с испытательным сроком. В результате я там проработала 4 года. И очень этим горжусь. Да. Здорово. Сейчас мы будем готовить салат, который готовить очень быстро. Если к вам неожиданно пришли гости, и вам нужно срочно их чем-то удивить, то можно всегда под рукой держать грибы, шампиньоны, резанные, консервированные. Они не портятся, могут храниться очень долго. Конечно. Дайте мне ложечку, пожалуйста. Секунду. Прошу. Вот, берем немного шампиньонов. Это будет очень сытно, и самое главное, вкус будет очень необычный. Да? Я Уверяю надеюсь. вас. Дальше. Берем фасоль. Теперь, пока я буду натирать морковь, нужно поставить разогреваться сковородочку. Так, и ты решила двигаться дальше на телевидении. Да, я решила обосноваться уже на телевидении капитально. Капитально. Ага. И если раньше я там была просто приходящей ведущей, то потом мне захотелось вникнуть во все тонкости телевизионной кухни. И в результате я стала уже и снимать сюжеты, и сама писать тексты передач. В результате я стала редактором. И теперь практически мои выпуски – это мое детище. Я решила двигаться еще дальше. Я же еще и стала мамой. У меня один замечательный сын, зовут его Арсен. Очень долго выбирала для него имя. Но вся проблема в том, что я всегда очень много работаю, и мне некогда спать. И я брала книжку с именами. только один. Я брала книжку с именами и засыпала на букве А. И я поняла, что это судьба, что мне нужно выбрать имя именно на букву А. Ты смотри, надо же. У тебя такая готовая история уже даже для этого. И я и решила его назвать Арсеном. Надо же. Возьмите, пожалуйста, лопаточку. Так, и помешать. И теперь это нужно, да, только нужно вот именно не обжаривать, а для того, чтобы он стал таким прозрачным, белым. Чтобы он просто стал... Немножко уменьшить, да, надо? Да, чуть-чуть. так, быстрее, пожалуйста. Потому что подгорает. Вот так, да? Вот со всех сторон добавляем туда же морковку, тоже ее не обжариваем. Она должна быть чуть-чуть мягкой. То есть в этом есть небольшой секрет как раз, да? Секретов на самом деле всегда очень много. Арсен это означает пурпусес, то есть бесстрашный. Здорово. А фамилия твоя что означает? Фамилия моя означает дус – это друг, ай – это месяц, то есть друг-месяц. А, вон как. Я просто Друг обречена месяц. на романтику, да. И родилась-то я в самую длинную ночь в году, 22 декабря. И имя у меня тоже переводится очень романтично. Первый грозовой теплый весенний дождик. Тебе было на роду написано быть принцессой утреннего эфира. Вот, честно говоря, Да, для кто меня это тебя стало, кто тебя для меня назвал-то? это стало настоящим откровением, когда вы меня сегодня так назвали. Потому Да? что я не слышала, чтобы меня так называли, но очень приятно. Ну, Теперь все это надо приправить майонезом. Делается очень быстро. Стоп. Чуть-чуть. Салат оригинальный. Смешать консервированные шампиньоны с белой фасолью в собственном соку. Морковь натереть на терке, мелко нарезать лук. В сковородке чуть обжарить лук и морковь на растительном масле. Смешать с грибами и фасолью, заправить небольшим количеством майонеза. Посолить и поперчить по вкусу, дать немного настояться и подавать на стол. Валерий, у нас уже бульон закипел, поэтому можно доставать горшочек. я его уже достал. И теперь все, что мы сделали, то есть картошку, Туда закладывается. туда закладываем. Я знаю, у тебя в твоей биографии был еще роман с радио. Был такой? Да, был у меня непродолжительный роман с радио. Не потому, что радио мне не нравится, а просто потому, что я в свое время в это наигралась и тоже решила пойти дальше. Да? Когда я еще была студенткой театрального училища, я решила свои попробовать силы и на радиостанциях. Пришла сначала, была рекламным голосом. Сначала меня никто вообще серьезно не воспринимал, потому что я достаточно молодо выглядела, и все считали, что такая маленькая девочка не может сидеть у микрофона. Но в результате я своим голосом доказала, что я могу сидеть у микрофона. Я взяла псевдоним, чтобы никто не знал, кто это сидит у микрофона. Так. И будучи Алисой Отрадной,
Я даже давала советы в программе о взаимоотношениях мужчин и женщин, которая называлась «Адам и Ева». Было очень интересно, когда мне, 17-летней девушке, писали письма. Тогда мне казалось очень взрослые парни по 25, по 27 лет. И писали: Алиса, вы такая мудрая женщина, дайте, пожалуйста, совет. Но в то время, кстати, я очень много читала книг по психологии. Я прочитала Эрика Берна, игры, в которые играют люди, и люди, которые играют в игры. Я читала Эриха Фрома. Я читала тогда Алана Фрейда. Собственно, это мне тоже помогало развиваться. Теперь все, что мы положили в горшочек, нужно залить бульоном кипящим. Целиком? Да. Готово. Вот посмотрите, уже вкусно пахнет. Теперь еще добавляем туда мясо. Мясо. Да, аромат такой поднимается чудесный, да? Перемешивать не надо? Нет, перемешивать не надо, ну так уже там все практически перемешалось. Мне кажется, оно уже практически готово. Нет, еще Такое не ощущение. готово. Еще для большего вкуса нужно добавить чуть-чуть соли и чуть-чуть перца. Хорошо. Так. Перец. Ну, смотри сама, да, сколько нужно перца. Достаточно. Соли совсем чуть-чуть, потому что я уже солила, когда варила бульон. Здорово. Теперь закрываем крышкой и отправляем чуть-чуть потомиться в духовке. Под ваши аплодисменты. Опа. Красота! Керамическая посуда довольно популярна еще с древних времен. И это неспроста, так как блюда, приготовленные в горшочках, сохраняют естественный аромат и полезные свойства. Толстые стенки глиняного горшка нагреваются медленно и равномерно. Пища в нем не варится, а томится, сохраняя все полезные вещества. Обычно приготовленные в горшочках блюда напоминают что-то среднее между первым и вторым. Яркий пример тому – шурпа. Как ты считаешь, путь к сердцу мужчины лежит через желудок? Через желудок и не только. Потому что на самом деле я так думаю, что вы меня подправьте, вы как раз как представитель сильного пола подправьте меня. Мне кажется, что только вкусными щами мужчину рядом с собой не удержишь. Нужно быть и ласковый, нужно быть обязательно внимательный. Нужно как можно чаще говорить мужчине, что он самый лучший. Правильно. Правильно. И мне тогда кажется, что к такой женщине мужчина будет приходить. Потому что по большому счету мужчины и сами могут готовить. По большому счету сейчас можно купить еду. А вот когда он видит, что о тебе заботятся, и когда видит, что тобой восхищаются, конечно, он будет приходить. Да, он будет с тобой навсегда. Итак, Валерий, пока сейчас у нас доходит до готовности шурпа, мы с вами подготовим еще немного зелени для того, чтобы украсить потом, а вы пока красиво переложите вот этот салат в мисочку, предварительно украсив листьями салата. А я пока нарежу зелень. Здорово. Для того, чтобы украсить уже потом шурпу. Но получится как в ресторане. Красиво и вкусно. Вот, честно говоря, мне не очень нравится вот это сравнение, как в ресторане. Мне кажется, что самый главный эпитет – это как дома. Как на твой взгляд, почему очень много ресторанов всякой другой кухни, да, и по всему миру, но совершенно нет ресторанов татарских? Почему есть? За пределами Татарстана ни разу не видел. Ну, за пределами Татарстана, потому что патриотизм еще у нас не настолько развит, чтобы мы открывали свои рестораны за рубежом. И этим надо заниматься. И я думаю, что вы на правильном пути, что благодаря вашей программе, возможно, откроется где-нибудь ресторан татарской кухни, и не только в Татарстане. Действительно хочется, чтобы о такой замечательной кухне говорили, и не только говорили, а ей действительно наслаждались и вкушали это. Совершенно верно. Ну, как у нас там дела с салатом? Я стараюсь сделать это красиво, как у тебя дома. Ну что ж, у нас шурпа, наверное, уже готова. Готово? Итак, друзья, под ваши аплодисменты. Вы чувствуете это аромат? Ой, аромат бесподобный вообще.
Так, секунду, я вот так вот сделаю. Но это еще не все. Самый большой секрет, для того, чтобы это было еще более сытно, добавляют чуть-чуть, совсем чуть-чуть топленого масла. Да. И тоже, посмотрите, чуть-чуть изменился цвет. Да, есть. И такой стал радужный. Посмотрите, какие тут такие пузырики радужные. Чудесно. Очень красиво. Так, теперь мы берем половник. Вот такой? Да. И самыми добрыми пожеланиями накладываем. Ой, чудо. Да. Вот это настоящая еда. Мясо, посмотрите. Мясо. Сколько у нас мяса. Для того, чтобы это было еще более полезно, мы посыпаем зеленью. Ой, как кружится голова. Ну что, пробуем? Послушай, а тебе не кажется, что вот сюда больше уже, с одной стороны, ничего не надо, но хорошо бы подошел катык, например, нет? Я думаю, что все вопросы снимутся, когда я вам предложу перейти ко второму блюду. Попробуйте этот салат. Прямо Вот вилочкой. вилочкой. Слушай, а салат какой тоже чудесный. А вот именно в сочетании. В сочетании просто бесподобно. Ты сама придумала это все? Вот этот салат меня научила делать моя мама. Я не знаю, честно говоря, откуда пришел этот рецепт. Но поскольку, опять же, делать его очень быстро и он очень вкусный, я взяла это на вооружение. Картофельная суп-шурпа с мясом. Мясо, говядину, баранину или телятину на косточке залить холодной водой и поставить на сильный огонь. Когда бульон закипит, снять пену и варить при медленном кипении. Мясо достать, нарезать кубиками. Такими же кубиками нарезать картофель, морковь и лук. Положить в глиняный горшочек кусочки мяса, овощи, залить горячим бульоном, посолить и поперчить. Поставить в духовку и варить до готовности. В готовую шурпу положить немного топленого масла и украсить зеленью. Вот теперь я, видимо, до этого я не знал, что такое шурпа. Вот я теперь начал понимать. То есть это и не суп, и не жаркое, да? Да, это такое... чуть-чуть пожиже, чем жаркое. И все-таки это чуть погуще, чем обыкновенный суп. Чудо. Замечательная шурпа. Мне же остается только напомнить, что сегодня замечательный секрет татарской кухни открывал для нас просто красавица, принцесса утреннего эфира, актриса и телеведущая Лейсан Дусаева. Программа «Секреты татарской кухни» объявляет конкурс рецептов. Вы владеете оригинальным рецептом приготовления традиционных татарских блюд? Поделитесь им с нами. Присылайте ваши рецепты на электронную почту. И, возможно, следующая наша программа будет создана именно по вашему рецепту. Подробную информацию вы найдете на сайте телерадиокомпании «Новый век» и сервере tatarlar.ru. Программа «Секреты татарской кухни» готовит с посудой Цептор. Смотрите на ТНВ. Кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Самый гламурный певец татарской эстрады на кухне. Салават Миниханов раскроет секретный рецепт дагестанских татар. «Секреты татарской кухни» по субботам в 16:30 и в воскресенье в 9:00.